Доброе утро. Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». Меня зовут Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня только хороших, добрых новостей и отличного настроения. 18-й день декабря, 13 дней до Нового года. А сегодня отмечается Международный день мигранта, День арабского языка, а профессиональный праздник сегодня у работников органов ЗАГС. Кстати, сегодня со специалистом этой структуры мы свяжемся по скайпу. Ну а теперь самое время ознакомиться со свежим прогнозом погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 43 градуса. Днем ожидается минус 31, минус 36. В Заречье минус 36, минус 43 утром, днем минус 36, минус 41 градус. В южных Улусах минус 31-32 утром, днем минус 29, минус 30. В Вилюйских Улусах минус 36, минус 44 утром, днем минус 32, минус 40 градусов. В Нижнеленских минус 43, минус 44 утром, днем минус 38, минус 46. В западных минус 24, минус 35 утром, днем минус 29, минус 23. В Колыбань-Дигирских минус 13, минус 37 утром, днем минус 17, минус 29. В Янских минус 27, минус 47 утром, днем минус 25, минус 42 градуса. В северо-западных минус 24, минус 42 утром, днем минус 25, минус 42 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 40 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2,5 метров в секунду, днем в городе Якутске ожидается минус 34, минус 36 градусов. Такая погода ожидает нас сегодня, 18 декабря. Ну а далее ознакомимся со свежими новостями. Передаю слово своим коллегам из информационной службы. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Дальневосточные регионы России будут сами определять цены на масло и сахар. Соглашения по стабилизации цен на эти продукты будут предусматривать введение властями регионов ДФО корректирующих коэффициентов. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Согласно документам, которые подписали Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ритейлеры, цены производителей на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, а розничные до 46 рублей. Литр подсолнечного масла у производителей теперь будет стоить 95 рублей, а в розничной продаже 110 рублей. Цены должны скорректировать в течение 5 дней со дня подписания соглашения. 25 миллионов рублей выделено из резервного фонда Якутии для организации дополнительных зеленых рейсов. Такое решение принял глава региона СН Николаев. В арктические Улусы будет завезен дополнительный объем продовольствия в количестве 24 тонн. Это овощи, картофель, колбаса, молоко, которые необходимы северянам для новогоднего стола. До конца года планируют организовать 11 самолетных рейсов до районных центров и 15 вертолетных рейсов из районных центров до труднодоступных населенных пунктов, рассказал замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев. В селе Аймекон торжественно запустили линию ВОЛС. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи с участием зампреда правительства региона Сергея Местникова и министра инноваций Анатолия Семенова. Они поздравили жителей Аймекона. Кроме того, подписано соглашение о прокладке новых наземных каналов связи до 2023 года в 2 арктических Улусах – Момском и Верхнеколымском. Напомним, строительство оптоволокна в Аймеконе, инвестируя собственные средства, вела компания «Импульс». Всего в ходе работ проведено порядка 80 километров кабеля, в результате чего теперь жители 2 населенных пунктов полюса холода имеют доступ к быстрому интернету. Это Аймекон и Тамтор. В дальнейшем мы подписали сегодня соглашение, которое позволит нам также с привлечением частных инвестиций подвести эту магистральную линию до Момского и Верхнеколымского районов.
При этом мы не только не будем ограничиваться подведением до магистральных линий, при этом будем и подключать социальный сектор и частные дома. Несомненно, это отразится на качестве жизни жителей Улуса и обеспечит доступность к различным ресурсам. На территории Аммикон полюс холода включены 3 населенных пункта, это Берегунде, Харутумул и сам Аммикон. Всего подключились к высокоскоростному интернету 160 домов и также 7 организаций. Также к интернету подключились Аммиконская средняя школа, дома культуры, интернаты образовательные и администрация и так далее. И в плане еще стоят подключение несколько юридических организаций. В Русском театре провели завершающую съемку этапа русской литературы фотопроекта «Мама в книге». Героиней публикации на этот раз станет мать Горького. По словам инициаторов проекта, главный смысл «Мамы в книге» – попытка привлечь внимание общественности к семейному чтению. Проект позволит по-новому взглянуть на образ матери в разрезе времени и пространства. Всего в этапе русской литературы приняло участие порядка 90 волонтеров и актеров Русского и Саха-театров, а также более 1000 человек в голосовании. Всего же проект включает 3 этапа. Ранее были завершены съемки первого. Это 10 образов мам из якутской литературы. Создатели отмечают, все съемки проводятся с соблюдением мер безопасности, исключая массовое скопление людей. Ну, конечно, мы в связи с тем, что у нас ограничения по возрасту, не привлекали лиц старше 60 лет, и поэтому еще было интересно поработать именно с гримом. Наш гример замечательно, Наталья Томская, замечательно справилась со своей задачей. Мы многих актрис, волонтеров добавляли им возраста с помощью грима, причесок. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачного дня. Добро пожаловать в новый день. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. Крупнейшие российские банки объявили о планах заменить пластиковые карты на цифровые. Так, к примеру, Сбербанк планирует к 2023 году заменить на цифровые до 50 пластиковых карт на цифровые. Там в начале следующего года предоставят всем клиентам услугу пластика как опции. И при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде. При перевыпуске опция появится во второй половине 2021-го. Планы заменить до 40% пластиковых карт на электронные планирует также и ВТБ-банк. Как рассказал изданию представитель кредитной организации, сейчас на долю цифры приходится 5% выпускаемых карт. Пластик нужен в ряде случаев, и клиенты к нему привыкли, поэтому его популярность не будет снижаться. Но текущая ситуация показала, что нужно делать большой акцент на цифровых картах. Причинами перехода на цифру называются стремление снизить затраты на производство карт, их логистику до офисов и клиентов, и забота об окружающей среде. Отказ от выпуска пластика позитивно влияет на экологию, считают в компаниях. А вот уже 45 лет россияне встречают Новый год с легендарным фильмом Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром», но ничто не вечно. Любимый несколькими поколениями фильм все увереннее теснит американская кинокомедия «Один дома». Какие фильмы и мультфильмы россияне будут смотреть в новогодние праздники, выяснил сервис «Суперджоп». 10 лет назад «Иронию судьбы» своим самым любимым новогодним фильмом называли 42% опрошенных. А сегодня популярность киношедевра заметно упала всего 26%. Зато стремительно растет популярность семейной комедии Криса Коламбуса «Один дома». Незначительные 3% превратились в 20%. С внушительным отрывом от лидеров идут «Елки» и «Чародеи». В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» нет новогодней тематики, но телеканалы традиционно включают ее в сетку вещания в праздничный период. Видимо, поэтому 4% россиян назвали фильм любимой новогодней картиной. В десятку кинокартин также попали «Операция И» и другие приключения Шурика, «Джентльменов удачи», «Карнавальная ночь», «Морозко», «Гринч», «Похититель Рождества» и «Гарри Поттер». А вот в выборе любимого новогоднего мультфильма россияне вот уже несколько лет проявляют чудеса единодушия.
бесспорный лидер, мультсериал «Простоквашино». В компании дяди Федора, кота Матроскина и почтальона Печкина Новый год будет встречать каждый пятый. Лишь немного отстал от лидера мультшедевр «На все времена, ну погоди». В новогодние праздники россияне также намерены посмотреть сказку «12 месяцев». Мультфильмы «Щелкунчик», «Как Гринч украл Рождество», «Жил-был пес», «Снежная королева» и «Холодное сердце». Ну а какой, интересно, фильм и мультфильм любимый у вас новогодний? Если хотите, можете делиться с нами посредством WhatsApp номера 8 914 279 2262. Ну а далее прослушаем гороскоп на день 18 декабря. Сегодня овнам не стоит загружать себя чужими проблемами. Возможно, в ближайшее время поступят новые деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется. Сейчас нужно побеспокоиться о своем здоровье. У тельцов день подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Но не переживайте из-за этого. Хоть успеете вы сделать несколько меньше, зато качество окажется превосходным. Близнецам сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте руководить собой. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Стоит вспомнить о старых связях, они могут оказаться для вас полезными, но напоминать о себе нужно тактично. Ракам не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против вас. Не стоит брать в деловые партнеры людей, к которым вы питаете чувства большие, чем просто симпатию. В этом случае вы станете абсолютно необъективными, и от этого может пострадать дело. Львы, если будете оглядываться по сторонам в поисках одобрения и поддержки, то потеряете время. Наилучший результат дадут решительные действия, проявится ваша изобретательность. Используйте этот день для усердной работы на благо своих интересов. Девам не стоит строить на данный день серьезных планов. Не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не пренебрегайте советами более опытных людей. Весы. Этот день подходит для обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров. Старайтесь формулировать свою точку зрения предельно ясно. Займитесь поиском интересующей информации. Вы можете найти что-то очень нужное. Держите свои эмоции при себе, тогда вы сможете отстоять свою точку зрения. День удачный для новых знакомств. Для скорпионов день вряд ли окажется значимым, но от вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас вы можете своим невниманием и холодностью обидеть близкого человека и из-за этого потом испытывать неловкость. А если проявите душевную теплоту, то не столкнетесь с упреками в свой адрес. Стрельцы. Постарайтесь в ближайшее время заняться теми делами, которые вам приятны. Если с каким-то человеком отношения сейчас не складываются, не пытайтесь до него достучаться. Лучше отложите на время решение вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из положения. Козерогам стоит поберечь силы и здоровье, избегать стрессовых ситуаций и действий, связанных с сильным умственным напряжением. Помните, что спокойствие во всех ситуациях поможет вам сберечь свои силы, которые понадобятся в будущем. Можно и нужно размышлять на профессиональные темы. На ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно вас беспокоят. Очень многому из того, что запланировали на этот день водолеи, сбыться не суждено. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться и на личном фронте. Рыбы сейчас не слишком энергичны. Чтобы восстановить силы, нужно хорошенько отдохнуть. Не избегайте приятных компаний. Если у вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то лучше их перенести на некоторое время. Пусть всем нам день принесет только удачу, конечно же, несмотря ни на что. Мы прерываемся на небольшую короткую паузу. Оставайтесь с нами. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. С 14 по 18 декабря Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия приглашает на главное итоговое мероприятие года «Время молодежи-2020». Проектная деятельность, курсы повышения квалификации, круглые столы, дискуссии и награждение лучших.
Справки по телефону 507 123. Ақсыне 30 күніге ындықасыға ағағасы беріге. Жол түхілгеті республикадағы бірек супербилистері ойналар. One Toyota масына. Жекускайға 15 сыр участыға онтондатын сеныла билистер. Ойнетуға күттар матамир мағығын сертификаттара Жекускайға ұлыстарға атыланалар. Саңа жылға жол түхілгеті Ән жиағыр. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 тысяч рублей. «Торнадо». Сағабыт сайттам жонун уру ювелирне компания саңа жылынан әғарталир. Үйөрі көтü үктелленен жол соргу кынаттанын чугас таптыр жоңутугар уру седерей оңоқтырын бәлі хундум. Уру гүт тәнейдін. Доброе утро, мы продолжаем. Напомню, сегодня, 18 декабря, в нашей стране отмечается замечательный праздник – День работников органов ЗАГСа. Благодаря их стараниям, душевной теплоте, артистичности и сопереживанию свадебная регистрация становится содержательнее и имеет более значимый гражданский смысл. Согласитесь, ЗАГС у нас ассоциируется чаще всего с бракосочетанием. С нами на прямой связи заместитель руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения управления ЗАГС Республики Мария Ефремова. Мария, доброе утро, с праздником вас! Доброе утро! От имени управления ЗАГС Республики разрешите поблагодарить за теплые слова в адрес работников ЗАГС. Мария, а с чего и как начинается история ЗАГСа в нашей республике? Да? Так, коротко. Угу. Ну, история органов ЗАГС Республики начинается 24 июля 1918 года. В разные годы органы ЗАГС входили в структуру НКВД, МВД, Советов депутатов трудящихся, Советов министров Якутской автономной Советской Социалистической Республики, администрации президента Республики Саха-Якутия. В структуру органов исполнительной власти управление ЗАГС вошло в 1997 году. Как мы видим, менялись наименования, структура, но цель оставалась одна — регистрация актов гражданского состояния и, конечно, бесценный архив этих записей, потому что записи в актовых книгах — это достоверные свидетельства историй и событий. Интересно, а сколько насчитывается сотрудников на сегодня в ЗАГСах, да, в нашей республике? Да, спасибо за вопрос. Сейчас управление ЗАГС — это 35 отделов по улусам и районам, специализированный отдел архив управления ЗАГС и, конечно, аппарат управления. Всего в отделах по районам и в отделе архив управления ЗАГС трудятся 68 специалистов. И 20 человек работают в аппарате управления нашей республики. Также надо отметить, что отдельными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния наделены 358 муниципальных образований. Поэтому, конечно, сейчас управление ЗАГС Республики — это не только отдельная работа наших территориальных отделов по предоставлению непосредственно самих государственных услуг, это также работа аппарата управления ЗАГС, значит, по организации этой деятельности на территории нашей республики. Это и осуществление контроля за исполнениями органами местного самоуправления, переданных им отдельных полномочий. Это и нормотворческая деятельность. И, безусловно, одна из полномасштабных работ за последние 3 года — это работа по конвертации, переводу актовых записей в Федеральную государственную информационную систему
систему единого государственного реестра актов гражданского состояния. Мария, ну как я уже говорила ранее, ЗАГС у нас чаще всего ассоциируется с бракосочетанием, да? Сколько пар регистрирует свой брак в год, и становится ли этих пар больше со временем? Знаете, если говорить о цифрах, то итоги года, конечно, надо подводить в январе за текущий год, но ежегодно, значит, если смотреть динамики за 11 месяцев 2019 и 2020 года, по объективным обстоятельствам 2020 года, конечно, заключение брака немножечко понизилось. В 2019 году эта регистрация актов гражданского состояния по данному виду составила 5634 записи. В этом году на 11 месяцев 2020 года эта цифра составляет 4112 актовых записей. Ну а интересно, а бракоразводных дел становится меньше? Знаете, есть тенденция к уменьшению в этом году. Значит, в том году за 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 3826 актовых записей о расторжении брака. На 11 месяцев 2020 года данная цифра уменьшилась. Она составляет 2920 актов о расторжении брака. Ну, это хорошие новости. Да. Положительная динамика в этом году присутствует. Мария, ну вот помимо данных, да, вышеперечисленных услуг, какие виды услуг также еще предоставляет ЗАГС на сегодняшний день? Управление ЗАГС, конечно, Якутии проводит очень активную работу по реализации мероприятий, целью которых является укрепление авторитета семьи, поддержка старшего поколения, формирование у молодежи чувства ответственности и уважения к семье. Это проведение мероприятий с привлечением семей, посвященных нашим большим праздникам семейным. Это Международный день семьи 15 мая, это День семьи, любви и верности, который отмечаем мы 8 июля. День матери в республике, День защиты детей. В отделах по городу Якутску и районах торжественные выписки проводятся из родильных домов, чествование семейных пар, отмечающих юбилейную дату супружеской жизни. И здесь я бы хотела отдельно отметить, что чествование наших юбиляров семейной жизни, которые отмечают 50-летие совместной жизни и более, очень популярно среди юбиляров. Супруги, их дети, внуки с особой теплотой относятся к столь значимому событию в своей жизни и с большой благодарностью и трепетом принимают свидетельства юбилейной даты и награждение их знаком «Семейная доблесть». А с февраля 2019 года Управление ЗАГС в соответствии с поручением главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева вручает персональные приветственные адреса от имени главы республики Саха-Якутия. Мария, спасибо вам огромное за подключение. Еще раз вас с праздником. Пусть обращения от граждан будут только по хорошим случаям. Напомню, что ЗАГС сейчас работает в дистанционном формате. Известная художница Марианна Лукина говорит, что идеи будущих работ приходят к ней во сне. К примеру, картина «Светящаяся в танце» приснилась ей в действии. Даже снег искрился. С этой работой мы и познакомим вас сегодня в нашей пятничной рубрике «Музей». Марианна Лукина. Художник-живописец, заслуженный деятель искусств республики, продолжатель творческой семейной династии Лукиных. Это очень большой мастер, который создает свои произведения, размышляет, мыслит, философствует. И в каждый свой очень точный мазок вкладывает свое слово. И любое ее произведение можно назвать поэмой. Поэтому-то мы и любуемся ее таким литературно-живописным почерком. Она применяет неожиданные ракурсы, колорит своеобразный, такой вроде бы неяркий, приглушенный, сдержанный. Но в то же время этот художник, она знает секрет приворота, который чарующе действует на зрителя и манит к ее образам
на полотне. Очень ярким взлетом ее таланта стал «Северный цикл». Вот одна из этих картин, светящаяся в танце, бьющий в тревогу. Красивая северянка очень плавно вскинула руки, танцует северный танец, покачивает в такт бубну бедрами, плавные ее движения, а бубен разносится так далеко по округе, и в этом звучании бубна и в ее танце слышится призыв сохранить свою культуру, призыв сохранить свою самобытность, свою родину и, конечно же, свой язык. И вот очень приятно наблюдать, как многие зрители, пришедшие на выставку, они останавливаются возле картины и повторяют движение этого танца грациозного. Или вот как самобытный автор, поэт Валентина Волкова из поселка Ленинский выразила в строках видение свое этой картины. Бубен то поет, то стонет, то как топот несчетного стада оленей по бескрайней тундре. Поет о суровой, но вольной жизни кочевников, поет о вечности, о том, что ночь всегда сменит день, о том, что жизнь трудна, что жизнь прекрасна. Бубен поет, бубен звенит. Танцуй, танцуй, танцуй и радуйся, радуйся жизни, слушай стук сердца земли. Дум-да, 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 летит над землей танец, крутится земля. Спасибо Ольге Фроловой. Мы продолжаем. Все мы сами создаем себе настроение. А новогоднее настроение способны создать не только мандарины. Праздник состоит из множества деталей и мелочей, которые мы, конечно, можем создать своими руками. Предлагаю посмотреть мастер-класс от Юлианы Ким. Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Юлиана Ким. И сегодня я хочу вам показать, как сделать подставочки под горячее, а также вазу для новогодней композиции. Вам понадобится деревянная заготовка. У меня это спил осины диаметром 18 сантиметров. Красим белой акриловой краской. После того, как краска подсохнет, отшкуриваем наждачкой все неровности. Декупажную карту помещаем в воду на 2 минуты. Затем положить ее на бумагу, чтобы впиталась лишняя влага. Приклеиваем по центру нашу карту на клей ПВА. По краям закрашиваем акриловыми красками в тон рисунку. После того, как краска высохнет, наносим акриловый лак. Такие у нас получились подставочки, вы можете сделать их в качестве подарка на Новый год своим родным и близким. В продолжении новогодней темы я вам покажу, как сделать вазу для еловых веток. Берем любую бутылку, очищаем ее от этикеток. Чтобы краска хорошо ложилась, обрабатываем жидкостью для снятия лака. Затем декупажную карту помещаем в воду на 2 минуты. Поместим ее на бумагу, чтобы ушла лишняя влага. Белой акриловой краской закрашиваем всю бутылочку. Затем на клей ПВА приклеиваем наш рисунок. Закрашиваем цветной краской места вокруг рисунка. Для эффекта снега смешиваем манку и краску 1 к 1. Наносим искусственный снег поверх рисунка. При желании можно нанести снег на горлышко бутылки. После того, как все подсохнет, покрываем акриловым лаком. Наша вазочка готова, поместите в нее еловые веточки и украсьте декором. И она станет прекрасным украшением вашего дома. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить вам, что спонсор нашего эфира – магазин Хозторг, где вы можете приобрести посуду для приготовления горячих блюд не только на новогодний стол, но и для ежедневного пользования. Также магазин Хозторг предлагает замечательные деревянные игрушки в якутском национальном стиле.
также я рада зачитать сообщение, которое пришло на наш WhatsApp номер. Всем доброе утро с Тюнгюлю, далеко, 60-го года. Впервые детский сад в этом году исполнится 60-летний юбилей. Желаем коллективу детского сада и ветеранам всего хорошего, здоровья, ни пуха, ни пера, попутного ветра. Галина Петровна, Иннокентий Егорович, Титовый, из села Тюнгюлю. Мы присоединяемся к поздравлениям и уходим на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кысоготтон, эрге сүттер кемче кийиттен, оготун түйүгер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тахсар. Ах, суруттар Далбар хотун сурналы. С 14 по 18 декабря Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия приглашает на главное итоговое мероприятие года «Время молодежи 2020». Проектная деятельность, курсы повышения квалификации, круглые столы, дискуссии и награждение лучших. Справки по телефону 507-123. Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЯКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Тетим, сылахынан илкер таңаска, бион бұрығынғыдылы чепчети. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Все, чем запомнится день вчерашний и что готовит нам день сегодняшний, расскажут мои коллеги из информационной службы. Оставайтесь с нами. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Дальневосточные регионы России будут сами определять цены на масло и сахар. Соглашение по стабилизации цен на эти продукты будут предусматривать введение властями регионов ДФО корректирующих коэффициентов. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Согласно документам, которые подписали Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и ритейлеры, цены производителей на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, а розничные до 46 рублей. Литр подсолнечного масла у производителей теперь будет стоить 95 рублей, а в розничной продаже 110 рублей. Цены должны скорректировать в течение 5 дней со дня подписания соглашения. 25 миллионов рублей выделено из резервного фонда Якутии для организации дополнительных зеленых рейсов. Такое решение принял глава региона Эсен Николаев. В арктические улусы будет завезен дополнительный объем продовольствия в количестве 24 тонн. Это овощи, картофель, колбаса, молоко, которые необходимы северянам для новогоднего стола. До конца года планируют организовать 11 самолетных рейсов до районных центров и 15 вертолетных рейсов из районных центров до труднодоступных населенных пунктов, рассказал замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев. В селе Аймекон торжественно запустили линию ВОЛС. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи с участием зампреда правительства региона Сергея Местникова и министра инноваций Анатолия Семенова. Они поздравили жителей Аймекона. Кроме того, подписано соглашение о прокладке новых наземных каналов связи до 2023 года в двух арктических улусах – Момском и Верхнеколымском. Напомним, строительство оптоволокна в Аймеконе, инвестируя собственные средства, вела компания «Импульс». Всего в ходе работ проведено порядка 80 километров кабеля, в результате чего теперь жители двух населенных пунктов полюса холода имеют доступ к быстрому интернету. Это Аймекон и Тамтор.
В дальнейшем мы подписали сегодня соглашение, которое позволит нам также с привлечением частных инвестиций подвести эту магистральную линию до Момского и Верхнеколымского районов. При этом мы не только будем ограничиваться подведением до магистральных линий, при этом будем и подключать социальный сектор и частные дома. Несомненно, это отразится на качестве жизни жителей Улуса и обеспечит доступность к различным ресурсам. На территории Амикон полюс холода включены 3 населенных пункта. Это Берегунде, Харутумул и сам Амикон. Всего подключились к высокоскоростному интернету 160 домов и также 7 организаций. Также интернету подключились Амиконская средняя школа, дома культуры, интернаты образовательные и администрация и так далее. И в плане еще стоят подключение несколько юридических организаций. В Русском театре провели завершающую съемку этапа русской литературы фотопроекта «Мама в книге». Героиней публикации на этот раз станет мать Горького. По словам инициаторов проекта, главный смысл «Мамы в книге» – попытка привлечь внимание общественности к семейному чтению. Проект позволит по-новому взглянуть на образ матери в разрезе времени и пространства. Всего в этапе русской литературы приняло участие порядка 90 волонтеров и актеров Русского и Саха-театров, а также более 1000 человек в голосовании. Всего же проект включает 3 этапа. Ранее были завершены съемки первого. Это 10 образов мам из якутской литературы. Создатели отмечают, все съемки проводятся с соблюдением мер безопасности, исключая массовое скопление людей. Но, конечно, мы в связи с тем, что у нас ограничения по возрасту, не привлекали лиц старше 60 лет, и поэтому еще было интересно поработать именно с гримом. Наш гример замечательно, Наталья Томская, замечательно справилась со своей задачей. Мы многих актрис, волонтеров добавляли им возраст с помощью грима, причесок. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго и удачного дня. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Впереди нас ждут предновогодние и новогодние выходные. И спектакли Якутии, театры, точнее, Якутии вновь откроют свои двери для нас, зрителей. Сегодня мы расскажем вам, что готовит в дни новогодних каникул Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина. Сегодня в нашей студии заведующий музыкальной частью театра Сергей Ацикейда. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, русский театр возобновляет свой 130-й, да, театральный сезон. Что готовит для нас театр? К счастью, возобновляет. Хотелось бы в первую очередь поздравить всех с наступающим новым 2021 годом. Пожелать здоровья, потому что это самое главное. И я очень рад, что наконец-таки у учреждений культуры появилась такая возможность приступить непосредственно к репетиционным процессам, уже не дистанционно, а, собственно говоря, вживую. У нас намечается 2 премьеры в преддверии Нового года, и в том числе на протяжении всего новогоднего так называемого марафона. Это «Сказка для детей. Незнайка-путешественник» и музыкально-драматический спектакль «Я буду ждать». То есть, как бы, зрителю будет на что посмотреть в новогодние праздники. Ага, ну вот как раз-таки «Незнайка» это направлено на детей, да? Да, это детский спектакль. Музыкальный, по-моему, еще, да? Ну, у нас в последнее время, на радость заведующего музыкальной частью театра, очень, скажем так, много музыкального материала. Я считаю, что это достаточно неплохо, и мы в этом направлении очень сильно шагнули вперед, развиваемся, и надеюсь, так дальше и будет. Но вы, вот, если поподробнее остановиться на спектакле «Я буду ждать», даже если не придете, да, называется, вы там принимаете непосредственно активную роль по профессии, да. Постановка, кстати, я так вычитала, на основе песенной музыки группы «Браво», да? Да, совершенно правильно. У нас, как бы, ну, я являюсь автором идеи, да, и музыкальным постановщиком спектакля. Вот, Андрей Габушев, режиссер. Жанр такой немножечко
скажем так, необычный для нашего зрителя, да. То есть были определенного рода пробы в течение прошлого сезона, да. Они были удачны, и мы решили в этом направлении дальше работать. Действительно, спектакль, он основан на композициях именно вот стилистики рокобили, в которой играет группа «Браво», да. И так уж получилось, что большинство композиций этого ансамбля, они очень сюжетные, и в свое время мне пришла такая идея, вот, и как бы очень все достаточно хорошо сложилось, и я очень надеюсь, что спектакль получится, зрителю понравится. Ну, приглашаю еще раз, пользуясь случаем, всех в наш Русский театр имени Пушкина посмотреть на это замечательное действо. Спектакль. Да. В какие числа можно будет посетить театр? У нас премьера детского спектакля 26-27 декабря. Вот. И с 3 января до 10 по 10 включительно каждый день мы ждем зрителя. То есть утром, с утра это сказка, и с 6 часов это вечерний спектакль музыкально-драматический. Я буду ждать. Сергей, ну, дистанционный формат работы, он, конечно же, коснулся практически всех нас, да? Театры тоже не стали исключением. Как вот выдержали, как нашли выходы, пути? Ну, люди творческие как бы и в принципе всегда в пределе находятся, да, они на месте не сидят, но поскольку были определенные ограничения, приходилось, конечно же, как-то варьировать и находить какие-то иные пути. Мы сотрудничали с кинотеатром «Синема-центр», вот, наши архивные спектакли показывали, то есть активно это в соцсетях продвигалось, зритель приходил, слава богу. И, в принципе, все эти моменты, они помогали, так сказать, все время быть на виду нашему театру, несмотря на все эти ограничения, да. И работа вот в таком дистанционном онлайн-формате, показ спектаклей архивных в кинотеатре, я думаю, тоже этот эксперимент, скажем так, в течение нашего 130-го юбилейного сезона, да, он достаточно успешно себя зарекомендовал. Сергей, ну вы являетесь заведующим музыкальной частью театра, да? Вот об основных ваших функциях расскажите, как вы пришли в эту профессию? Ну, я ранее, вообще у меня музыкальное образование, да, я ранее работал в оперном театре, сначала артистом хора, потом какое-то время солистом оперы. И после чего пришел в Русский театр, сначала работал актером, потом как-то мы с нашим директором Александром Александровичем подумали, решили, что стоит продолжить музыкальную, так сказать, стезю, и вот поступил на должность заведующего музыкальной частью. Если конкретно говорить о том, чем я занимаюсь, то есть это по большому счету курирую все, что связано с музыкальным оформлением спектаклей, да. У меня замечательные ребята в цехе работают, Иван, Александр. Вот. И мы общими усилиями пытаемся на выходе сделать хороший, качественный, очень вкусный с точки зрения искусства продукт. Вот. Ну, в этом убедиться мы можем как раз-таки... Конечно же, придя на наши спектакли, да, и премьеры. Дни, праздники. Сергей, ну, увидим ли мы уже любимых наших актеров, да? Есть же постоянные посетители театра. Всех ли мы увидим? Ну, в силу того, что ограничения, они как бы сняты еще не до конца, и существуют определенные возрастные, да, какие-то категории, которые пока что не допускаются к репетиционному процессу, к процессу работы на сцене. Но все ведущие артисты нашего спектакля, такие как Степан Федоренко, Илья Данилевский, Дмитрий Юрченко, да, то есть весь наш молодой женский состав, они, конечно, будут участвовать. Спектакли достаточно массовые, достаточно динамичные, музыкальные, опять-таки же, да, как вы сказали, поэтому, ну, используется большая часть труппы. И будет на что посмотреть. Действительно, не сомневаюсь. Сергей, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Плодотворной вам работы. Спасибо. Удачного проведения, да, спектаклей непременно будем. И приглашаем вас, уважаемые телезрители, посетить Русский драматический театр в предновогодние и новогодние дни. Ну а далее мы прерываемся на короткую рекламную паузу, после чего продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. В магазине «Унты» здесь большой ассортимент унтов для всей семьи. Женские унты разного фасона, мужские унты, ботинки из меха, кожи и замши, а также обувь для детей. Внимание, акция! Скидки от 3 до 5 тысяч рублей. Наш адрес: улица Редзинского, 24/6, рынок монет ТАХ. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Читайте в новогоднем журфиксе семейный портрет шеф-повара Габышева, итоги года, хроники COVID-19, словом Божьим о здоровье, зрелые браки, наши за рубежом, Мексика, Золотая леди, онлайн-финал, Восточный гороскоп. Здравствуйте в новом году и всегда. Видал? Мам, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на сбермаркет.ру. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Новогодние скидки до 40% на телефоны и аксессуары. Телмарт, Ленина, 11. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Предлагаю ознакомиться с прогнозом погоды на день 18 декабря. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 32, минус 43 градуса. Днем ожидается минус 31, минус 36. В Заречье минус 36, минус 43 утром, днем до минус 36, 41 градуса. В южных Улусах минус 31, 32 утром, днем минус 29, минус 30. В Вилюйских Улусах минус 36, минус 44 утром, днем минус 32, минус 40 градусов. В Нижнеленских минус 43, минус 44 утром, днем минус 38, минус 46. В западных Улусах минус 24, минус 35 утром, днем минус 23, минус 29 градусов. В Колыменде-Гирских минус 13, минус 37 утром, днем минус 17, минус 29. В Янских минус 27, минус 47 утром, днем минус 25, минус 42 градуса. В северо-западных минус 24, минус 42 утром, днем минус 25, минус 42 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 34, минус 36 градусов. Что ж, заметно потеплело на улице. Надеемся, что такая погода продержится подольше. 13 дней до Нового года, и вот-вот часы пробьют 12, и мы вступим в новый 2021 год. Интересно, чего вы ждете от предстоящего Нового года? С этим вопросом мы отправились к жителям столицы. Ну, хотелось бы, чтобы он был не таким, как 20-й, чтобы, ну, пусть он будет без особых каких-то потрясений, пусть все будет стабильно, ровно и без кризисов. Ну, спокойно, никто не болел. Не такой суровый будет, как 2020, наверное, скорее всего. Конечно, после 20-го, после пандемии хочется всем здоровья. Главное здоровье. Ну, изменения и в лучшую сторону, конечно. Коронавирус, уходи! Я думаю, в первую очередь исчезновение коронавируса. Ну, а так, чтобы все были здоровы. Желаю, чтобы все верили в свои мечты и никогда не сдавали. Волшебства?
чудес, подарков. Чтобы экономика стабилизировалась, потому что в сфере торговли, и торговля очень сильно упала, продажа. И поэтому ждем перемен, как в песне Цоя. Посмотрим, что будет. Действительно, ждем перемен и перемен к лучшему. О популярных новогодних фильмах мы уже сегодня говорили. Интересно, какая самая популярная новогодняя песня? И есть ли блюдо популярнее оливье на новогоднем столе? Узнаем в следующем сюжете. Новый год уже не просто близко, он уже буквально у порога нашего дома. И у каждого он ассоциируется с чем-то особенным лично для него. Но существуют вещи, которые стали неотъемлемой частью одного из самых любимых праздников практически для всех людей на Земле. В связи с этим мы предлагаем небольшую подборку «Топ к Новому году». Лучшая новогодняя песня. Безусловный фаворит всех радиоприемников «Новогодние каникулы» – нетленка шведской четверки ABBA «Happy New Year». Но вы, думаю, согласитесь, какой же новогодний плейлист без «Jingle Bells» Фрэнка Синатры, а также «All I Want for Christmas is You» Марайя Керри. Лучший новогодний фильм. А вот и не угадали. Самым популярным новогодним фильмом считается «Это замечательная жизнь», вышедшая аж в 1947 году. Сюжет таков. Главный герой фильма, не выдержав череды проблем, решает расстаться с жизнью, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь помогла другим людям. Главные роли исполняют Джеймс Стюарт и Донна Рид. Популярность она приобрела, начиная с 70-х годов. С тех пор каждый год фильм показывают по американскому телевидению, и это стало нерушимой традицией. А вот всеми нами знакомый и любимый «Один дома» обосновался на втором месте. Лучший новогодний город. Здесь сюрпризов нет. Лучшим городом для встречи Нового года считается Нью-Йорк. И на самом деле это неудивительно. Ведь где еще проходит такая масштабная, яркая, настолько массовая встреча Нового года на площади перед Таймс-сквер? Не ошибусь, если скажу, что эта традиция стала одной из главных достопримечательностей, ради которой в этот город съезжаются толпы туристов. Лучшая рождественская ярмарка. Это рождественская ярмарка на площади Стуртарьет в Стокгольме. Это самый старый рождественский рынок в Швеции. Впервые открылся в 1837 году. 40 компактных красных киосков прекрасно сочетаются с исторической атмосферой площади в самом сердце старого города. Трудно придумать лучшее место для проведения рождественской ярмарки. Лучший мультфильм. Рождественская история. Это мультфильм, снятый по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе» про злого и угрюмого Эбенезера Скруджа, который ненавидит Рождество. Но в один год, а именно в канун Рождества, с ним происходят настоящие чудеса. Это произведение является классикой и любим во всем мире. Самая популярная новогодняя еда. А вот тут возникли сложности. Невозможно назвать одно самое популярное блюдо в мире, так как в каждой стране свое традиционное блюдо. Ну а что касается России, тут все очевидно. Салат оливье и селедка под шубой – неотъемлемые атрибуты новогоднего стола россиян. Вот такую подборочку мы вам предлагаем. Как вам? Конечно, у всех разные мнения. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому в этот Новый год мы вам предлагаем сделать свой топ к Новому году. Вот такая вот замечательная новогодняя подборка. Ну а я хочу напомнить, что все выпуски нашей программы «Новый день» и «Саңа күн» вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Утро НВК» называется он. Поэтому если вы что-то интересное пропустили в рамках нашей программы, можете посмотреть уже сегодня в течение дня. Также хочу напомнить, что у нас имеется свое приложение, называется оно НВК Саха, имеет оранжево-белый значок. И вот я как раз сейчас хочу включить. Вот. Можете посмотреть прямую трансляцию нашей программы в прямом эфире, вот как оно и есть. Также помимо этого сериалы, которые выходят на нашем канале, вы также можете посмотреть в нашем приложении, знакомиться с программой передач, узнать самые последние новости нашей республики, а также стать нашим мобильным репортером.
Хочу напомнить про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Пишите, мои коллеги Роман и Ниргуяна обязательно прочитают по возможности ваши поздравления и пожелания. Напомню, что сегодня в городе Якутске ожидается до минус 34, минус 36. Можно прогуляться, для нас это не такие морозы, согласитесь. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам сегодня отличного дня, новогоднего вам настроения. Пусть все будет хорошо, увидимся в понедельник. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти. Спиннинги летние.